Обзор зарубежной прессы. Сегодня в обзоре. Немецкая газета Hamburger Morgenpost в номере от 27 апреля 2020 года сообщает, что российские спецслужбы пытались нанять киллера в Гамбурге. Издание пишет в статье, как в триллере про спецагентов, русский шпион хочет нанять киллера в Гамбурге. Бронирование полетов, фотографии с камер наблюдения, тайно записанные разговоры, петля на шее Игоря Егорова незаметно все сильнее затягивалась. В начале марта Федеральная служба защиты Конституции Германии была уверена, что предполагаемый главный российский шпион в Гамбурге попадет в ловушку. Но потом все сложилось иначе. Когда сотрудник российской спецслужбы ФСБ в последний раз находился в Гамбурге, визит прошел как настоящий агентский триллер, сообщает Шпигель. В феврале Егоров встретился с предполагаемым наемным убийцей, чтобы обсудить покушение на убийство. За убийство чеченца Адама Осмаева должно быть заплачено 200 тысяч евро, российский паспорт и пенсия. Целью нападения являлся чеченский ополченец Адам Осмаев. Действительно, Осмаев со своими действиями не сильно полюбился в Кремле. Он уже воевал с русскими во Второй Чеченской войне и спустя годы в украинском конфликте командовал батальоном добровольцев из своих соотечественников против пророссийских сепаратистов. Он также планировал нападение на Владимира Путина несколькими годами ранее. Достаточно причин для российских спецагентов, чтобы захотеть избавиться от ополченца. Еще в 2017 году в Украине было совершено 2 нападения на теперь уже 38-летнего Осмаева. Во время второго нападения погибает его жена. Но самому, будучи раненым, удалось выжить. Организатором в обоих случаях подозревается российская спецслужба ФСБ. Теперь же, под руководством Егорова, это должно наконец достичь цели. Предполагаемый гамбургский наемный убийца работает на секретную службу СБУ. Когда в конце февраля русский встретился с наемным убийцей в Гамбурге, служба защиты Конституции следовала по его пятам. Предполагаемый убийца действительно работал на украинскую секретную службу СБУ, которая, в свою очередь, поддерживает хорошие контакты с немецкими шпиками. Он произвел запись своих предыдущих переговоров с Егоровым и передал их в органы безопасности Украины. И он сдал человека, завербовавшего его для Егорова, генерал-майора СБУ Украины Валерия Шайтанова, который работал кротом в Киеве на ФСБ России. Российская спецслужба ФСБ активна в Гамбурге. Но еще до того, как его заказчик Егоров смог отправиться в следующую командировку в Гамбург, которая уже была забронирована, и попасть в ловушку службы защиты Конституции, Шайтанов был арестован СБУ. Служба безопасности Украины сразу же поделилась своим успехом со всей мировой общественностью, как сообщает Шпигель. Она разместила тайно записанные разговоры с предполагаемым убийцей и агентом Егоровым, а также видеоизображение из Гамбурга. Таким образом, сотрудник ФСБ был разоблачен. Его рейс в Германию на 4 марта был вскоре отменен, и немецкие следователи остались с пустыми руками. Возможность поймать подозреваемого топ-агента Москвы, который, вероятно, был ответственен за еще несколько нападений на чеченских бойцов, была упущена. Статья издания Hamburger Morgenpost от 27 апреля 2020 года.